пилю как-то так. Вот здесь она полоса вот так. Ага. Блин, видишь, сейчас не отмечено нифига. Ну да. Потому что я бровку тут выход не ставил. Че, Лех, лед метровый, да? Так, ну что, друзья, всем привет. Очередной выход у нас. После морозов долгожданный выход с ночевой по налиму. Сегодня я с дядькой. Дядька уже как месяц он у меня, у нас. Месяцок отработал и на выходной сегодня. Погода, ребят, шикарная. Всех поздравляю с наступившей весной, наверное. Так как у нас 2 марта уже. Вчера вообще оттепель была, а сегодня минус 4 что-то такое. Минус 4, минус 7 обещает. Ну, погода такая снежная, ветерок небольшой. Мелкий такой снег. Вот, заскочили на лед, прошли по льду. В принципе, нормально, потихоньку прет. Снега хотя немало, так скажем. Все, ребят, сейчас будем расстановочку делать. Сегодня у нас жерлицы и сделал пару комбайнов. Хочу попробовать вот эту снасть на реке прям зимой. Так что время где-то 8 час. Потихоньку шли, быстро не шагали. Пьем чай сейчас и начнем разборку. Вот река проходит, здесь небольшая заводь, и вот здесь начнем петлять. Так что как-то так, ребята. Давайте с нами начинаем. Так, ребят, ну что, у нас первый плес готов. Пробурились, расставились, вышли глубоко в реку, 4 метра глубина. Думаем, зазря, конечно, но март месяц, налим должен лазить. Возможно, крупный налим в яме будет проходить даже. Короче, опять разведка. Опять же разведочка. Ну все, пока останавливались. Час, наверное, полтора. Ни одной сработки пока. Переезжаем сейчас на другой плесик. И продолжаем. И за это надо бахнуть 5 капель. Да? Как-то мне ребята говорили, Андрюха, говорит, надо, говорит, лунку налить. Понял? Давай, давай. Да, сейчас, ребят, таки сделаем. На этом плесе. Давай. О! Ловись. Илюк, запомни, Да, на эту пьяная щука будет. Да, да. Вот так вот. Ну все. Тут налили, там нальем. Чтобы было все, ребята. Все, ехаем. Далее. Давай, садись. Здесь, ребята, бровочка. Тут уже камни. И здесь я поставлю здесь и здесь рядышком
2 комбайки. Лед, да, хороший в этом году, конечно. Значит, взял специально, ребят, вот такие удильники. Ну, это под балансир. Удочки вот такие мега кивки. Не стал пружинки ставить, как вот многие ставят, а вот такие жесткие кивки. Вот. И здесь, ребят, я сделал мотовилка под поводки. Не на удочку как бы наматывать. Вот многие как делают. А вот именно мотовилка сделал. Сейчас я размотаю. Вот первый поводочек пошел. Второй поводочек. 3 поводка, ребят, я сделал. И 3-й поводочек. Так. Сейчас устанавливаем кивок. Ставим хлыстик сразу. Вот такая удилка, ребят. Сантиметров, не знаю, 60 получилось. Так. Дальше. Поставил 2 кембрика. Вот. Вот так. И здесь, ребята, антизакручиватель просто отрезал ножницами. И вот здесь карабин скользячий. Соответственно, можно цеплять кормушку, можно цеплять грузило. Ну, я смотрю, многие рыбачат там на... Не на корм, там, скажем, они сыпят его, этот, как его... Забыл, честное слово, забыл. Мормыша цепят, да. Вот. Но я, ребят, корм не буду делать, здесь течение сильное. Просто буду вешать груз. Просто буду вешать груз. Леска 0,2. И поводки, ребят, тоже у меня 0,2. Первый поводочек сразу на основной леске. И здесь чуть выше зацепил 2 дробины по 2 грамма. Это будет у меня тащить самый основной вот этот, не знаю, как его назвать, косу, как многие называют. Я буду наживлять, ребята, опарышем, тестом и червем. Вот у меня здесь в сумке-холодильничке такой специальной наживка. Буду ставить пучки и посмотрим, что да как. Что там, где там червячки-то у нас. Так, ну что, давайте начнем, ребята. Сейчас сделаем шматки такие. Посмотрим вообще, как это будет работать. Так. Опариков. Опарики красные, белые. Ну, правда, маленькие. Конечно, побольше бы опарика. Потолще, я имею в виду. И вот так без разницы нацепим. Вот так вот. Второй, ребята. И 3-й поводок. Мы, наверное, поставим тесто. Лариса Юрьевна сейчас делала выпечку. Я говорю, ну-ка оставь ко мне, говорю, чуть-чуть на пробу. И вот мы поставим тесто. Вот такой шматок. Сейчас как-то залепим вот это все дело. Вот. Это у нас будет тесто.
А потом в течение дня посмотрим, будет вообще поклевки, нет. И так далее. И тому подобное. Так. Это у нас потащило. Так, ребят, ну и говорю, я вот хочу поставить бубенчик и поставим на груз. Просто груз. Вот, на карабин. Вот так вот. Так, ну что. Коса пошла. Коса пошла, ребят, спокойно. И мы отпускаем наш груз на дно. Вот. Втыкаем вот таким образом. Так. Все. Ставим на дно. И кивки, конечно, лютые, ребята. И цепляем прям сверху. Вот так вот. Бубенец. Это у нас будет, ребята, вот такой комбайн. Не знаю, интересно самому, но давайте попробуем. Я видел, ребята ловят на мотыля, сразу готовят пучковязом. Но у меня, к сожалению, мотыля не было. И то, что было, то и, скажем так, поставим. Просто вообще интересно самому, будет вообще какой-то результат, нет. Мотыль, ой, говорю, опарыш, да, мелкий. Крючки-то как бы не маленькие. На изя, на головля. Ну, что-нибудь сейчас нашинкуем. Не знаю, ребят, новый вид ловли у меня. Ну, если будет получаться, то сделаем еще парочку. И можно, в принципе, ставить уже смелей. Ну, как правило, лучше где течение, потому что, чтобы косу вот это тащило. Ну, и люди, я смотрю, ставят не 3 поводка, а 5 поводков. Вот как-то так. Ребят, ну что, все, Илюха бур поставил. Вот. Дядька Сашка мне подтачивает. Садись, меняй. Болты прям можешь те же закрутить, чисто ножи поменяй. Ключ сейчас дам. Да, в этом году, конечно, жесть. Я прям, ребят, не знаю, что делать. Столько ножей уже, блин, поменял. Ну, где-то зазубрено, да, Илюх? Нет, я смотрел, где-то там где-то видел. На машине? Вон. Вот, да, вот это я его видел. Все, он тебе и не дает. Конечно, он не идет. Все, меняй. Нам все равно еще надо с десяток лунок сделать. Конечно. Так, ну у нас вдвоем процесс побыстрее, конечно. Но Илюха уже все, уже стал. Метровый лед 130-м, ребят, молотить. Конечно, еще то удовольствие. Но зато уже иду, спокойно занимаюсь делами. Расставляюсь. Не спешонько. Мы уже заканчиваем, ребята. У нас уже осталось на штук пяток. И мы уже заканчиваем. Сегодня новые бровки пробую. Посмотрим, как это будет все получаться у нас. Ну, дай бог. Что-то добудем. Ребят, не поверите, только устанавливаю, и сразу поклевка была. Ё-моё. А я думал, самострел, блин. Вырвал изо рта. Охренеть. Уже хорошо, уже радует. Хотя вот сколько уже поставили, пока тишина. А вот здесь прям с рук выбило. Идем к рыбе, значит, все верно. В правильном направлении, Илюх, идем. Рыба здесь. Ну все, братцы. Пляж наш весь.
расставили, раскидали вот так в шахматном порядке. И вот сурок щупакабра, походу, не крупно дернула. Но, а так пока тихо. Время уже к обеду. Это вот мы, ребят, только расставились. 4 часа работали. Я хоть не бурил, Илюха вот физикой занимался. Ну ладно, что. Подумали, и не пойдем мы в тайгу. А решили здесь вот в палисаднике, ребят, сделать место себе. Там столик есть. Возможно, там и забазируемся. Сейчас посмотрим. Ребят, ну что, будем на обрыв залазить. Сейчас пустой дорогу накатаю. Заскочу. А потом уже вещи затащу. Чуть-чуть не залез. Вот таким макаром сейчас буду делать дорогу. Вот сколько снега. Вот здесь-то где-то будем здесь, ребят, балдеть. Где-то вот здесь будем балдеть. Вот преимущество заднего хода, ребята. Когда вот в таких кучах тут лазишь. Так вот. Сейчас загоню ее. Вот так вот. Сначала одну, потом вторую. А так снега вон, ребят, смотрите сколько. Тут нам окапываться придется жестко. Ну а че? Как-то так. Зима в этом году лютая. Санки тяжелые, блин. Все, Люк, заехали. Давай где-то вот тут. Да, нам получается все надо копать. Придется все копать. Снега, конечно, куча, блин, охренеть. Это столик, да? Вот этот стол, да. Здесь. Где-то палатку здесь, да, здесь вот у нас. Это все надо откопать. Все откапать придется, что я говорю. Охренеть просто. Не знаю, может правильно, неправильно мы здесь решили. А что, а где еще? Но в лесу-то поменьше, видишь, снега. Я знаю, меньше. Что-то лист. Какую надо поставить? Нам 2,50 на 2,50. Тропинку и стол. Да. Так, друзья, ну что, вот. Смотрите, вот такой снег. Сколько, Илюх, ну-ка встань-ка вот в рост к снегу. По бубенцы, да? О, да. Ну, чуть-чуть, да, получается. Местами он, есть большой. Да, есть большой, есть маленький. Что я взял, ребят? Я Алтай. Маленькую. Не стал я брать, конечно, большую. Но хотелось уже взять ее на лед уже. Попробовать. Но, блин, куда я вот сейчас ее? Да мы тем более, что, ну, такую палатку ставить, уже конкретно капываться и жить там 3-4 дня. А здесь у нас ночная рыбалка, одна ночь. Маленько перекантуемся. Тем более тепло. Хотели большую взять, а потом я говорю, Люк, давай возьмем маленькую.
Да. Давай. Ее надо ставить уже конкретно, уже там табор ставить, день уделять этому, дрова готовить, палатку ставить. А здесь вот так. Ребята, ну что, терять время не будем. Илюха лагерем занимается, а я за дровами поеду. Поищу что-нибудь. Что-нибудь поищем. Пока капаемся. Ну, этот спуск такой жесткий у нас уже стал, ребят. Так, друзья, ну вот есть тут завал. Есть чуть ниже завал. Что, комбайны не сработали? Пока нет вроде. Вот здесь завальчик есть. Не знаю, там есть сухое что-то, нет. Осина какая-то. Вот там ниже есть завальчик хороший. Пойду туда, наверное, съезжу. Остров, смотрите, и вот здесь намыло такие здоровенные, блин, деревья. Но по краям вот, в принципе, есть поменьше. Сейчас подъеду, посмотрю. Да, вообще сухие классные дрова. О! И прямо по шинкам, ребят, смотрите. То, что доктор прописал. О! Шикарно. Шикарные баланчики. Да, вот в этом году зима, конечно, как должна быть у нас. Конечно, немного она усложняет процесс комфорта. Но, в принципе, нормально. Ух ты. А пила замерзла, ребят, смотрите. Стартер после того раза замерз, а я не проверил. Ёк-макарёк. Стартер замерз. Паяльную лампу сейчас достану. И можно еще разогрею. Вот таким макаром, ребят, разогреть. Все, ребят, лайфхак вам. Немного-то и надо было. Красота.
Все, братцы, что, сухие дрова. Так, с краем немного гниловатые, но пойдут. Ага. Полежку еще оставил одну. Все равно это весной, я думаю, все утащит льдом. Лишь бы в гору запереть. Там спуск-то, подъем не маленький. Ну вот. А я думал, в лес сейчас заезжать. Не в лес. А зачем? Когда они под боком лежат. В лесу сейчас там по колено снега лазить. Опа. Все. Чалим. Ну вот, отогрел, ребят, глушителем. Если что, имейте в виду. Все, гоним. О, нормально. А тут дров, ребят, хватит, ё-моё. Смотрите, какие бурелаки там. Хоть домой пили. Накормились. Это подчерки я не хочу тащить. Ну вот, братцы, такая поленница у нас получилась. Вроде такое несуразное дерево, а спрятался под ним смоляк. Илюха, а что смоляк в тайге это? Это вещь? Это суперские дрова, да? Что-то видите? С нашего лагеря, прям по центру щелкнул. Прям по центру щелкнул. На мелях, на песочке. Прямо здесь, ребята, вот костер буквально развели. А вот флажочек. Сейчас посмотрим. Подождем. Пошла. Забирает. Будем брать, ребят, наверное. Да, блин, а что ты будешь делать? Рано, блин. Вырвал. Ах. Что надо было ждать, что ли? Ё-моё, блин. Рано, рано, рано. Поспешил, Илюх, поспешил. Да, надо, вырвал сорта. Ну, блин. Надо было ждать. Лума-то вот так метра 3 уже, блин. Кто-то тут живет. Ну вот. Поспешил, блин. Надо было ждать, да. Ну, что-то вот
Получается уже две атаки. Это что-то уже показывает, ребята. Ну, все-таки ночная рыбалка на налима. Ну, хотелось бы, конечно, уже поймать что-нибудь. Месяц уже просто не ловил на жерлиц, блин, так охота. Щелкнуть, шик, это сопротивление почувствовал. Только встали. Давай ты будешь смотреть, а я буду что здесь делать. Следующее у нас Нормально. щелкнуло. Это интересно. Интересно. Это походу выход, я тебе скажу, Илюх. Да, да, да. Только поднялись, только сумку подняли, вот хотим приготовить кушать. Вот это у нас щелкало. А мы, походу, не будем с собой кушать. И та Мы будем щелкнула. больше рыбачить. А? Ребят, походу холостая, блин. Зараза. О, видно удары. Вообще как-то там бодануло, блин. Чуть-чуть. Мелкая щука. Она здесь и вот и ходит по мелководью, да, здесь ходит. Ну ладно, чё. Так, братцы, ну чё, погода, да, такая, да, Илюх? Да, ты выйти тут. Тут так, короче, играют с нами. Классное место, мы тут так... Мне очень нравится, как мы забазировались. Просто, ребят, вот, пожалуйста, целый пляж наш. И вот сейчас 2 сработки подряд. Какая-то хитрая зараза. Тут по зубам дала, а тут она что-то вообще как-то ее саданула. И все. И отпустила даже, то бишь даже не доедала. Заводь у нас тоже видна. Не особо, конечно, снега много. Илюха еще такие кратеры копал. Там тем более жерлицы танаровские, у них флажок маленький. Не особо видно. Вот. Ну, мы решили пообедать, что костерок забодяжили. Вот такая траншея. Все круто, время 2 час. Решили приготовить супца, ребята. Илюх, что, картофаном займешься? Давай. Пашка, будешь смотреть, братан. Кончик я сделал. Все, твоя финочка в деле. Держи. Так, приготовим супца, ребят. Есть у нас стейчки. Сейчас мы тут что-нибудь-то замутим. Картошечку, лучок, морковочку обжарим. И все туда закинем. Вот. Еще вон пачковый суп добавим. Будет по красоте. Харчо с рисом. Ребята, весеннее солнышко. Красота. Так тепло сразу с него. Так, заодно, наверное, и новую сковородочку я обновлю. Да. Вот новая сковородочка. Смотри, ты маточки взял. Ага, ну она просила, да. Массовый тут. Да, новая сковородка. О, как раз костер. Сейчас вот все и зажарим. Что, как в уху покрупнее, да, чуть? Как повар, блядь. Умею маленько. Лариска у меня готовит. По красоте. Бах-бах-бах, все быстро. Все зажарим. Зажарочку, ребят, сделаем такую. Нормальная стоянка, сколько стоит. Нормальная стоянка, я ничего не Тем говорю. более, во, речка Ворона перед носом. Мне тоже нравится. Да, мне тоже так нравится. Мне тоже так нравится. По миску, ребята. Стейк из свининки.
Стейки свининки. Вот такой. Ну пускай мяса будут побольше, чем нам. Кабанам-то. Ребят, сразу лайфхак. Добавляем туда картошку. Туда же мясо. Быстрый суп. Туда же лучок сразу. Водичка закипела. Давайте-ка нашу зажарочку туда. Пускай варится. Вот такой супчик будет, ребят, спортивный у нас. Сейчас супца еще, ребята, добавим. И будет супер суп. Ох, ребята, смотрите, какой у нас суп харчо. Ну, тут походу мясо с картошкой, слышишь, а не картошка с мясом. Сейчас попробую. Огонь. Сейчас еще 5 минут и снимаемся. Братцы, супец у нас готов. Сейчас будем мы его пробовать. С черным хлебушком. Да под 5 капель, как сам Бог велел. Опачки. Чернявенький, свежий. Опа. Черный хлебушек. Тарарара. Тарара. Опа. Черплашку как раз новенькую испробуем. Так, ну что, перекусим маленько, ребята. Вырубаем. Добавляешь? А, тарелочки. О, да, хорош. Держи, Илюх. Супчики. Супчекский. Поставь на ночь горяченький. Ты раз такие тарелочки не видел, или были? Да это в наборе же, сумки. Ага. Нормальная вещь, да. Супчики есть.
Заебал, дым опять сюда идет. Давай отобедаем, как полагается. Ну, попробуем. Ништяк. Надо пьешь оливковое пиво. Таких бы штук десяток слышишь. Конечно, красота бы была. Это как суп. Так, друзья, ну что, мы обедаем с Илюхой, и у нас опять по центру флаг. Опять же та же жерлица. Это одна и та же щука, скорее всего, да, Илюх? Мне тоже кажется, одна и та же. Пусть Ладно, болтает. подождем, Пойдем пускай туда. работает. Да, вот опять же она. До этого у нас было на эту сработку, Да. до этого, и вот та среднюшая, Да, получается, у нас прям с руки вырвал. Походу на мелях вот одна молодая ходит. Это ходит, блин. Ну, сейчас ходим, посмотрим. Тут, Илюх, осталось немножко. Не спеши, не спеши, не спеши. Ты сам хочешь. Ну что, есть? Ну давай, давай, давай. Мелкая? Да? Да, вот она этот. Вот она, да, херачит. Вот она, ребята, подруга. Смотри, как ее хапнул Ага. в нос, в бороду. Так, живца, Андрюха, да? Да, же самое. Вот, ребята, она. Кулемка тут ходит. Все-таки мы ее поймали. Да, все-таки взяли ее. Поймали. Тоже в пявках он немножко. Ладно, что, возьмем на поесть. Так-то, конечно, можно было отпустить. Красиво. Пускай живет, ребята. Пускай плодится. Радует. Подъехали тут на скальник. Надо чуть-чуть лаптика нам ломануть, чтоб постелиться. Помягче было. Дело дальше. О, погнали наших городских поближе к деревне. Это для чего? Ну, ты помнишь, труба у нас А. уходила? Пришлось так сделать пока. Ну да. Надо будет какое-то кольцо. Ребят, использую спирт сухой. Классно вообще разжигает печку. Прям достойно. Пошла жара. Вот херачит. Это так на дрова, что.
О, мягенькая, ребята. Палаточку. Ну что, ребята, у нас уже вечереет, уже пасмурно, точнее темнеет уже, ну и пасмурно, пораньше сегодня будет все это дело. Сидим возле костерка, что, время летит незаметно. Сработок больше таки не было. Вот, сколько у нас, сколько, Илюх, 4, да? 3 Да. сработки, да? Да. Ну это, походу, одна и та же. Да, да. 5:30 времени. Сейчас через полчаса будет совсем темно уже. Ну, у нас все готово. Палатка собрана. Постельная постелена. Все отлично. Дрова наколоты, ребят. Так что ночь будет спокойно все. Единственный момент, то, что вот здесь переход волков. Интересно, чтобы не пришли здесь, не повыли нам. Тут в общем, недавно, ребят, на днях тут в село проезжали. Собак там разорвали. Страшное дело. Пятерка ходит, пятерка наглая, не знаю, что-то. Мигрирует, конечно, капитально она. Вот. То в поселке, то там, то там. За ночь переходы небольшие делают. Вот. А так, что, все спокойно. Будем ждать налима. Мы приехали за наливом. Так, 3 флажка, 4 флажка, и то уже за радость, по идее. Потому что, ну, я даже не надеялся, что какие-то будут сработки. Потому что все-таки ночь, налим, ночь. Что, не знаю, так, периодически у нас все рядом, мы будем выходить, наверное, если спать не будем, то будем просматривать. Может, и с вечера поймаем налима, это будет, конечно, здорово. А так, что, пока балдеем. Красота. Место такое здесь соорудили, вообще классное. Столик, все окопали, палаточка стоит. Круто. Ну, будет дальше видно, что посмотрим. Тепло, самое главное, что тепло. После этих 40-ов, 30-х, блин, -7. Сегодня, как вроде обещали, вот. Вообще даже не чувствуется. Ладно, что, поживем, увидим. Попозже ужин приготовим, что-нибудь покушаем. Короче, нормально. Чуть-чуть помахал и вспыхнул сразу. Да. Что-то смаялось. Друзья, Илюха пошел за живцами, я говорю, иди живцов возьми. Что-то морозяка начинается. Пошел, а там вроде в курье сработка. Пойдем посмотрим, ребят. Ну вот, ребята, курья-то тоже щелкнула. Ну, вымотки, смотри, особо нету. Так, что-то слабенько. Не знаю. Просто может прям сейчас даже хапнуло, видишь? Да, ну так, относительно. Что-то непонятно, да? Ну и как бы
Жильца поменяем, давай. А того куда? Так, ребят, подъехали. Вон, смотри, дергает. Вот, сидит. Да? Видишь, это брякал? Дергай, дергай, что-то смотри. Андрюха, я говорю, брякал, вот он брякал. Вот, ребят, комбайка. Кайбэк. Новый пистолет. Твое новое изделие. Кайбэка загнутый, смотри. Ну, ты загнул тоже. А работает? Работает новая снасть, ну. И у нас, что ли? Ну, такого, знаешь, я прям мега ощущения я не чувствую. Или сейчас только клювал, что ли? Да ты-то брякал, я слышал. Я не пошел туда. Вон тут обедено. Ага. Крючки, блин, главное зацепляются за лед. Надо подискосок, что ли, бурить на эту тему. Загнул, да, кстати, неплохо загнул. И кто-то есть тут как будто. Вот она, видишь? Это как он? Мастерок. Вот она, лаврушка. Мастерок. Гусерочка, да? Видал? Угу. Вот она видишь. Работает, значит, ребят, тема-то. Да. Значит, ночью, может, и достойный хапнут. А что ты делаешь? Там, да? А черви у нас... И смотри, все черви гона поглодал. Да. Вот я слышу, Второй как комбайн тоже, ребят, поеден. Тоже поеден. Сейчас мы добавим свеженьких. я не помню. О, может, лещик попадется. Мне не сколько рыба, сколько интересно вообще снасть будет работать. Не. Сработало же это? Ну да. Ты говоришь первый раз, да? Да, первый раз пробую. Я сразу не понял, тут там девочки дома. И вот. Ну вот, ребят, что, распечатал я, значит, типа своих комбайнов или как там. Но круто, что, я рад. Насысали на этой реке, где зимой не рыбачат у нас толком. Мне понравилось. Вечер только. Через пару часов пройду, проверю. Интересно? Чё? Отлично. Парочку закинем. Пускай шает. Пускай шает. Доедаем супца, ребята. Остатки у нас. Что, ребята, вечерок добрый. Дядька, слушайте, паровозит как. Набурился сегодня вообще капитально. Время у нас 7 час. Это залезли в палатку. Разложились. Ну, вот легли так на лапник. Отлично. Раскладушки не стал брать, так как сюда мы не поместились, в эту палатку, 2 раскладушки, а вот так. Сегодня тепло, в принципе, нормально. Дрова занесли, ребята. Все готово у нас. Что-то устали, поужинали, суп доели. Я говорю, пойдем отдохнем. Сам как будто уже зеваю. Ну, я еще поваляюсь, наверное, немножко. Пополдею. Печурка шая, трещит классно. Но выйду еще потом по Железкам пройду, конечно. Вот. В целом, что? По щуке тишина, но я как бы так и думал. Все-таки планы все-таки на налима. Ну и комбайны, ребят, сработали. Может что интересно попадется. Блин, прикольно вообще. Первый раз, кстати, эту снасть ставлю. И вот можно рыбачить, в принципе. И в целом, если какие-то места лещевые, зелые, то прям можно даже порыбачить. Ну, пока кайфуем, ребят.
Все будет завтра понятно по налиму. Будет гулять, не будет. Март месяц. Так что все пока отлично собирается. Так, друзья, ну что, 9 вечера. На улице тишина. Идет такой мелкий снег, ребята. Очень красиво на улице. Хочу прокатиться, посмотреть вообще, как обстановка. Ну, чтоб уже к ночи все готово было, чтоб уже без сомнений. Мало ли, где-то флажок стоит. Короче, прокачусь, ребята, посмотрю. Илюха спит, дядька мой набурился сегодня как первый раз. И все, поужинал и вырубился, короче. А мне что-то не спится. Да и как бы неохота бы было лечь пораньше, чтобы провериться. Вот еще охота. Ладно, что, ребят, посмотрим. Так, живцов взял. Червей взял. Мало ли комбайны сработали. Снежочек валит небольшой. Спуск такой, ребята, у меня жесткий. Я уже вторую колью сделал. Нормально. Приехал комбайном, ребята. Чуть кого-то подзагнуты оба. Кого-то подзагнуло или так кажется. Вроде прямо выставлял. Сейчас проверим. Сейчас проверим, мы проверим. Опять лопатку забыл. Ё-моё. Придется рукой. Как будто выпрямился. Сейчас как будто выпрямился. Вот, ребят, смотрите. Опять. Вон он. Это уже подлещик. Взял, кстати, на бутерброд. Тоже не крупный. Что с таким делать, лаврушкой? Но фишка работает, ребят. Отпустим его. Так, вот здесь все вроде в порядке. Говорю, был загнут. Вот, значит, ребята, что? Работает снастёлька-то работает. Нормально. Так, ребят, загарчик у меня, оказывается. У меня еще фонарик сел. А там получается и второй загар, что ли. О, как оно дела. Ребят, так буду проверять, потому что фонарик сел. А, нет, тут вымотка-то полная, ребята. Ё-моё. Вымотка полная. Опа. Кто-то был и ушел. Тут, ребят, был и ушел, представляете? Я просто с пастью вырвал. Охренеть. Блин. Налимы уже были. Или выплюнул трава. Вот это налим, ребят, 100%. Вот, без этого. Без чешуи. А изначально это тяг был. Блин. Не вторая подряд. На этой же бровке. Бровка очень интересная. Тоже почти полностью. Не, хотя не полностью. Есть еще леска.
Здесь все нормально, даже как-то непонятно. Самострел не может быть. Флажки хорошо подтянуты у меня. 2,5. Кто-то тут ходил, но это, думаю, налево. Ну что, залез уже в палатку, прокатился. Какие-то шевеления опять были непонятные. Ну, походу, налим, ребят, налим. Ну и комбайнер, конечно, нравится мне, блин, вообще. Илюха массу топчет. Капитально вообще. С работы не высыпается. Рано встает. Тот сразу с корабля на бал на рыбалку. Ну все, ребята, 10 час. Буду нам потихоньку тоже отбиваться. Не знаю, если проснусь пораньше. Ну, я имею в виду, ночью проснусь, мало ли, то, может, схожу, проверюсь. Так, ради интереса. А так, ребят, все. Давайте буду отбиваться. До завтра. Что, ребят, доброе утро. Время 6:30. Все, проснулись, встали. Ну, вставали в 4 утра. Не стал уже, ребята, ходить по желицам. Ну, смысл, что? Осталось 2 часа спать. Уже. А так фонарем просветили. Сразу от лагеря, ребят, флаг стоит. Не знаю, сколько сработок. Налим ходил, не ходил. Сейчас будем смотреть, ребятки. Настроение вот такое крутое. Выспались, и знаете, ребят, спишь вот на земле. И мы, получается, вчера рыбанули лапника. И там пару веток пихты. И запах такой, спишь, просто дышишь вот этой хвоей. Ну, классно вообще. Прям так, ну, как в бане, короче. Круто. А я на подкидке каждые 2 часа. Илюха спал. Я подкидывал. Отлично. Здесь, ребята, этот флажочек, который щука вот попадалась, вот опять он встал. А дальше полоса почему-то мертвая, молчит. И здесь яма тоже нифига. На Куреге 4 на реке. Там. Отлично. Ну, будем смотреть. Ребят, как от места зависит. Это вот выход с реки, да, уже смотрю, идет. Вот тут сразу две, Сразу 2 там, но. там зеленый и там. От места зависит, ребят, тоже капитально, конечно. Наверное, воткнули. Ты не поверишь. На глубину я тебе сказал, что зря воткнули. Да, бля, погода, Андрюха, видишь, крутит еще. Да. Больше погода влияет. Ну, нормально, ребят, что есть, что проверить. Сейчас чайку скипятим, ребята, кофейку. А то кулеры не берет. Хоть. Давай. Добрым утром. Спал ты, конечно, убитый, блин. Ну, вообще классно. Я эти дни все взял. Как на рыбалку уехал, чисто поспать. Да. Не, вот видишь, что. Ну, согласись, что, двухслоечка, да? В сугробе спишь, все, не продувает. Все. Погреем собачку. Поедем, посмотрим. Что-то как у нас там? Ну что, у нас первая сработка. Тут в заводе что-то не докрутил. Лунки нормально, не замерзли особо. Что-то не докрутил почему-то. Вообще выплюнул даже.
подцапало. Ну, это что-то интересное. Внутри подцапало. М. Нормально живет. Так, друзья, проходим все жалицы потихоньку. Дошли вот до третьей сработки, ой, до второй. На сегодняшний день у нас и хорошие новости. Полная вымотка. Полная вымотка. Так, и кто-то есть. Кто-то есть и прям неплохой, слышишь? Ты что? Ну, качает как налим. Ну, давай доставай. Качает как налим. Так. Я понял. А, Там что такое? вторая жалится. А ты как она так была? Это две что ли? Две замотал у нас, зараза. А ты это отсеки. А, блин, ну как не вытащишь. Так, подожди-ка. Сейчас мы что-нибудь тут решим вопрос. Мелкий налимчик. И замотал ту. Сейчас как-то тут надо разобраться. Не могу я понять. Сейчас как-то тут надо распутать. Так, погоди. Вот она какая. Так. Тут следующее у нас тоже сработано, но у нас ту зацепило, блин. Ё-моё. Так, здесь тоже, ребят, налим. Здесь тоже Илюха есть. Они просто тут вдвоем что-то мутили. Ух ты, бля, Андрюха. Вот это уже пойдет, да? Это да, это вообще. Андрюха, надо это как она? Сумочку. Ага. Понятно. Вот, ребята, на плотву. Зараза. А я это еще думаю, что-то не то, блин. Это уже хороший полторашник. Возводи я, ребят, домой. Пускай плодится. Они хоть щиплются там. А там не надо, так достану. А что я сумку-то взял на пустяк? Четвертая у нас сработка, но не вымотана нафига. Опять, наверное, холостая. Да, холостая. О, Ты коцала его. хвост даже откусила. О, побрила так нормально. И все. Ну вот, ребята, два налима с этого места. Один не зачет, один нормальный. Март месяц. Налим сейчас, наверное, перестал немножко. Он ближе к концу марта начнет жестко двигаться. Но все равно проверили. У нас там еще одна сработка, но там вымотки не было. Я проезжал. Жальцы закапываю все. Так как живец есть, хочу оставить. Потрачусь по бензину, конечно, но жалко мне эту работу просто взять и собрать. Живцы есть, они стоят хорошие. Потом приедем 1-2, и то хорошо. Если попадется, конечно. Ладно, едем туда, посмотрим, что там еще комбайна у нас. О, бедолага. Пойдет на стол сегодня. Гости приехали как раз. Свеженькому гостю. Так, ну что тут у нас? Ну, что-то помотала и бросила. Помотала и бросила. Ну и живца вообще нету. И живца сбила, и все. Ну, какая-то бровка здесь интересная. Так, ребят, ну что, один загнут вроде. Хорошенько загнут.
Два подлещика попалось на него, значит. Правда, мелкие, незачетные. Ну, если бы хорошая рыба была, я думаю, загнула бы капитально. Грязь с лунки, да, идет. Грязи, да, за ночь, вон, смотри сколько. Я вчера мучился, достать не мог. Цепляется и все, понял. Залет крючком. Почему вот так? Надо подыскосок, наверное, варить. Да. Вчера тоже один достал, второй достал, третий зацепился, блин. Так, ребят, ну Как что? так думаю? Достали. Ну, блин, крючки зацепляются. Или поводки надо поменьше делать. Или немножко лунку подыскосок. А так, два подлещика моих. Ну, лаврушка, конечно, я не считаю за рыбу. Ну, за ночь тоже пожевала. И получается, выход подлещика был с 6 вечера до 9. Вот что-то вот они клювали. А так, все, ребята, я все желицы прошел. Живца мы поменяли. Где-то просто он просто помер, потому что он очень маленький был, попался у нас в этот раз. Где-то луночки подзасыпали. Ну, хочу оставить. Пускай простоят день-ночь. Может, попадется еще. А так слабенько, слабенько. Ну, рыбу повидали, поклевки повидали, отдохнули. Круто. Так закопались там. Место классное, спокойно, ребята. Смотрите, какая красота. Четко. Я люблю вот так. Спокойно. Вот. Круто. Ладно, что сейчас. Кофе пьем, собираемся и потихоньку к дому попрем. Хочу дорогу топтануть. Не знаю, может по реке дам. Потому что дорога мне нужна вот именно вот речная. Там, чтобы заезжать на маленькую речку, ловить живца и сразу ходом сюда. Не ездить вот так по дорогам, по селу. Очень много километров получается. Что, это гусь, да? Да, ага. Рыбку подворачиваю вот так. Ага. Ну что, мы собрались. Все. Место чистое. Костерок, ребята, дровишки остались. Стол. Ну, пару полторашек я оставил для воды. Вот. Такой окоп мы вырыли. Ну, отлично, отлично. Шикарно. Сейчас весной здесь будет протаивать, ребята. Уже, в принципе, будет ночевка готова. Чисто заводить дрова. Немножко снег там убрать, если наметет. А так вот стол, пожалуйста, готов, занимайся на свежем воздухе. Речка рядом. Рыба плавает рядом. Ну, как-то так, что не получилось снова так сильно порыбалить. Ну, я имею в виду по рыбе. Ну, я доволен, в принципе. Жареха есть, и то ладно. Рыбку повидали. Комбайны разработал. Но все-таки надо с прикормкой, я думаю. Что-то замутить какие-то такие более-менее кормушки, которые сильно не вымывают. И пойдет. Баркас собран, ребята. Все отлично. Загрузились. Все. Костерок догорает. Все чисто, порядок. Круто, ребята. Буду прощаться на этой ноте. Хорошее настроение, шикарное прям. Отдохнувшись, едем домой. Сегодня баня, гости, ну и жареный налим, ребята. Все, ребята, всем пока.
здоровья побольше, наверное. Ну и берегите себя. Спасибо, река приутила на сутки. Погнали.